Сегодня в этом центре дистанционное образование получает больше 200 детей с ограниченными возможностями здоровья. Учащиеся охвачены не только образовательной системой, но и дополнительной и коррекционной работой. Специалисты в РСДО проводят в первую очередь коррекционную работу. Именно она помогает раскрыть в особенных детях творческий и научный потенциал. День открытых дверей для школы – еще одна возможность рассказать о своих успехах и методиках. Каждому ребенку подбирают индивидуальный подход, который со временем дает результат. 10. 10, 9, Какое здесь пропущенное число? 8, Правильно, молодец, Раяночка. Следующее число у нас 7. присутствует. Так, дальше. 6. Правильно, молодец, Раяна. Центр начал свою деятельность в 2011 году. На сегодняшний день здесь работают около 150 наставников. Дети увлекаются лепкой, рисованием, музыкой, резьбой по дереву, бисероплетением, выставляют свои поделки и картины на различных ярмарках и конкурсах. А самое главное, имеют возможность получить качественное образование наряду со своими сверстниками. С каждым ребенком по индивидуальной программе, там, где рекомендовано психолог, там, где рекомендован дефектолог, логопед, всеми специалистами детишки охвачены. С первых дней поступления в наш центр мы им внушаем, что у них не ограничены возможности во всем. В связи с этим результаты доказывают свое. У нас есть дети-медалисты, есть дети, которые закончили и поступили в высшее образование, среднее образование. А также хочу похвастаться тем, что наши же выпускники уже работают в наших стенах. У нас для того, чтобы они получили развитие, и у нас на хорошем, на таком уровне поставлена профориентационная работа, по различным направлениям ведется дополнительное образование. Это проводятся уроки, занятия как ментальной арифметики, скорочтение, шахматы, художественное направление, рисование, театральное направление. Значит, много интересного, конечно, для детей. Дети с удовольствием занимаются. Педагоги учат детей преодолевать трудности, развивать познавательные, эмоциональные и речевые способности. Жасмин Сычоева, выпускница РСДО. Сегодня девушка работает в центре методистом и помогает детям социализироваться, найти себя и получить достойное образование. Перешла в эту школу где-то с класса 3-го. И с 3-го класса обучалась дистанционно. Людям кажется, что дистанционное образование – это чисто сидеть дома и заниматься через компьютер. Но на самом-то деле это наш центр дал нам свободу в этом направлении. Он организовывал для нас мероприятия, встречи, благодаря чему мы могли социализироваться. День открытых дверей проводит в рамках объявленного года педагога и наставника. Увидеть работу специалистов изнутри пришли психологи, педагоги, работники министерств и ведомств. Я считаю, что они выполняют очень большую работу, очень тяжелую работу, потому что с детьми с ограниченными возможностями работать очень тяжело. Понятно, да, что они приходят одними, а выходят из этого учреждения совсем другими. Я очень благодарна педагогам данного учреждения, что пригласили меня сегодня. Они посекционно проводят работу. Я нахожусь в секции, где проводят работу дистанционно, и есть секция, где очного формата проводят работу. Знакомство с этими учреждениями, знаете, чем хорошо? Тем, что общество должно ближе продвинуться, ближе подойти к этой проблеме. Воспитанники центра постепенно учатся быть частью современного мира. Педагоги и наставники всегда придут на помощь. В центре говорят, нет ничего невозможного. Главное – желание и вера в особенного человека. Лина Сычоева, Джамалил Султыгов. Новости 24.